Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Северо-Восточном федеральном университете состоялась торжественная церемония открытия IT-галереи имени Василия Васильевича Филиппова, члена-корреспондента Российской академии наук, ректора ЕГУ с 91 по 98 годы. Новое пространство на базе Инженерно-технического института открыто в рамках программы «Приоритет-2030». Каковы цели, задачи и возможности площадки, мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Екатерина Архангельская, директор Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Екатерина Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала поговорим о том, что это за галерея, насколько значимо открытие подобной площадки. Да, действительно, создание новых условий, новых образовательных пространств – это веление времени, потому что мы именно должны быть открытыми и создавать такие условия, чтобы студенты учились в хороших условиях и могли себя раскрыть и свои способности развивать. А вот благодаря каким ресурсам удалось открыть? Да, вы уже заметили, сказали, что это приоритет 2030. Действительно, мы в 2022 году писали проект «Цифровой код строительства на холодных территориях». И на основе этого проекта, который поддержал наш ректор, мы получили очень многое, развили очень многое. Что это означает? Это означает, мы новую технику, новое оборудование и, самое главное, цифровые программы, программное обеспечение. Очень многое приобрели и создали как раз-таки содержание и основание будущей нашей галереи. Вот вы затронули тему техники, оборудования. Что приобрели? Да, мы приобрели суперкомпьютеры, мы приобрели программное обеспечение, которое как раз-таки сегодня требует для подготовки так называемых цифровых инженеров. Это программное обеспечение по BIM-системам. Это также суперсовременные программы инженерного расчета, инженерного моделирования. Это так называемые КАЕ-модели. И плюс к этому мы еще БПЛА купили, мы еще также высокоточные оборудование по геодезии. Очень много, если говорить. И, соответственно, с этого момента как раз-таки началась подготовка уже студентов. 23 года она уже началась именно по этому оборудованию и по этим лабораторным техникам. То есть все для того, чтобы студенты повышали качество своего образования. Абсолютно верно. Как сами они отреагировали? Мы на самом деле, вы также заметили, что наше пространство несет имя выдающегося ученого Василия Васильевича Филиппова. Поэтому мы для того, чтобы это пространство организовать, мы очень долго строили. Мы сами дизайн-проект сделали, смету сделали. И, в общем-то, это такое открытое пространство стекла и из бетона. Также в нем очень уютные такие помещения. И как раз-таки она несет в себе так называемую концепцию полного жизненного цикла. Это где теория и тут же практика, неформальное объединение командных коллективных работ студентов. И тут же плавно перетекаем на так называемый компьютерный класс. А также идем дальше, у нас уже лаборатория. Дальше уже идет презентационная. Вот такое вот мы пространство сделали. И студенты очень долго ждали. И они сейчас очень просятся, очень любят уже посещать это помещение. Это все-таки помещение в первую очередь для науки, насколько я понимаю. Какие-то есть прогнозы, как открытие данной галереи повлияет на строительную отрасль нашего региона? Хороший вопрос. На самом деле, действительно, цифра как таковая, она единственная такая компонента, которая способна преобразить все отрасли, конечно, и считай, и строительство. Поэтому сегодняшний инженер, он должен быть готов владеть всеми цифровыми технологиями. И мало того, что не просто ими владеть, но и, возможно, и создавать свои какие-то компоненты и внедрять их. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что именно креативные подходы от молодежи ждем этого. И совместно с молодыми сотрудниками они смогут сделать большие, хорошие проекты.
проекты, надеюсь. Екатерина Афанасьевна, вы затронули молодых сотрудников. Насколько я понимаю, не только студентам туда будет разрешен вход, но и аспирантам, и молодым ученым. Конечно, мы создали там также помещение именно для молодых сотрудников. Молодые парни, они горят глазами, они хотят, и они хотят что-то новое создавать, и они как раз-таки рулят этим помещением. Именно это для них, для того, чтобы они привлекали и молодых магистрантов, сотрудников, аспирантов и студентов. А вот какую-то работу проводили, сравнительную, исследовательскую? Есть ли подобные галереи в других вузах, возможно, даже в других институтах нашего Северо-Восточного федерального университета? Да, очень хороший вопрос. Опять-таки, да, почему еще раз я повторяюсь, потому что такие образовательные пространства действительно нужны. И мирового класса прям такие здания делают, кампуса делают. Ну, далеко уходить не надо, это Дальневосточный федеральный университет. А мы это внутри своего корпуса решили сделать. И самое главное, я считаю, что это только начало, и мы продолжим это. А на самом деле BIM-центров, таких IT-классов, конечно, везде много. И вузы это очень сильно развивают, наши коллеги, строители. Ну, безусловно, здесь флагман — это московские технические вузы. Я уверен, что там оснащение на самом высшем уровне, и в ближайшее время, возможно, мы даже их и догоним. Вот вы затронули планы дальнейшего развития, если не секрет. Что планируете еще внедрять? Да, смотрите, планов очень много, потому что большие данные и искусственный интеллект, он приходит у нас уже в нашей жизни. А именно в строительной отрасли, когда что-то мы проектируем комплексно, очень много данных, факторов надо учесть. Соответственно, это будущее. А искусственный интеллект — это как раз-таки те алгоритмы, которые упрощают. Как говорится, цель есть, но тем не менее любое новшество, оно хорошо, когда рутину убивает. Соответственно, мы рассчитываем, что мы сможем, когда откроется, у нас в университете, кстати, открывается лаборатория искусственного интеллекта, и мы надеемся тесно сотрудничать, строителей тоже туда подключать, и будем дальше работать. Но этого тоже мало, потому что на самом деле строители — это люди, которые должны работать руками, владеть хорошим инструментарием. Соответственно, мы, конечно, сейчас тоже готовим новые проекты, в которых студенты смогут именно работать такими современными оборудованиями. То есть, насколько я понимаю, IT-галерея пока работает не в полную силу. Это только начало. Только начало. Она, конечно, запустилась, она работает на полную, но просто говорю, у нас очень слишком много может быть планов, перспектив, которые мы хотим достичь. Ну, будем тогда их ждать. Екатерина Афанасьевна, вот вопрос как специалисту. Сфера инженерии, сфера строительства, с какими сегодня вызовами сталкивается? Особенно молодые специалисты. Молодые специалисты, кстати говоря, здесь вот я затрону. Хотя мы говорим, цифра и информационные технологии — это очень важно, но сегодняшняя молодежь, нам кажется, они очень индивидуалисты, при этом очень свободные люди и очень творческие люди. И вот этот вот потенциал нам нужно в нужное русло направить, и, соответственно, хотим, чтобы они знали, что такое строительство. Строительство, на самом деле, если с нуля начать, это грязная работа, это сложная работа, это тяжелая работа. И воспользуясь, возможно, моментом, мы 29 февраля как раз-таки будем организовывать такой форум, квест-форум с участием работодателей и наших студентов, «Практика Драйв», и приглашаю всех туда участвовать, чтобы студенты знали свое место работы, свой путь карьеры с практики на месте, на стройке, на участке, как это происходит, как это начинается и зачем это им важно работать именно на месте. Вот с этого и начнем. Екатерина Афанасьевна, вот несколько лет кряду у нас была тенденция нанимать специалистов инженерных, технических, строительных из-за рубежа, из стран ближнего зарубежья. Вот в последние годы, на ваш взгляд, как кажется, эта тенденция меняется?
Ну, меняется, да, это здорово, потому что сейчас вот как раз-таки мы ежегодно начали получать очень много заявок от наших застройщиков, да, подрядчиков. Они везде, и в районах тоже. Вот совсем недавно Мегина Кангаласки приходил, да, они все хотят, но их ошибка именно была в том, что они приходили всегда в мае месяце или в июне месяце, когда студенты уже все находят свои места, да, практики, и уже все распределены. И мы очень многим пришлось просто вот отказать. И вот поэтому я говорю, вот давайте сейчас уже начнем, когда холодно, ну, как говорится, готов сани летом, а телегу зимой. Вот поэтому мы будем разговаривать, как это сделать, чтобы студенты пошли в летнее время и вот какую-то пустоту заполнили. То есть нужно бронировать студентов на летний строительный сезон уже сейчас? Да, сейчас надо. Разбирают как буквально горячий пирог. Конечно. Екатерина Афанасьевна, престиж профессии более чем понятен. Я думаю, здесь тоже вы как специалист, я хочу вас спросить, как завлекать молодое поколение выпускников школы вот в такие технические инженерные специальности сегодня? Да, это очень важный вопрос сегодня. Почему? На самом деле кажется, что выпускникам школ, что только IT-технологии. Я еще раз говорю, на самом деле IT-технологии – это не самоцель. IT-технология и, в общем-то, цифровые технологии, они везде, во всех отраслях. Соответственно, вот мы поэтому и пытаемся в прошлом году как раз-таки все свои программные, образовательные программы мы именно модернизировали, сделали так, чтобы были именно вот эти вот компоненты. Поэтому современный инженер, он должен это уметь делать, он должен коды писать, он должен плагины делать, он должен сам уже даже разрабатывать какие-то программные обеспечения, но при этом он должен знать суть своей работы, что требуется, от чего оно зависит, из каких бизнес-процессов состоит. Вот поэтому приглашаю абитуриентов тоже к нам, потому что сегодняшние инженера – это не просто инженера, которые что-то умеют, да, а инженера, которые творческие, и вот как раз-таки они владеют, умеют делать цифровые технологии, внедрять в жизнь. Ну и самое главное, это не просто уже профессия, это и смысл жизни, и стиль жизни. Самое главное, она высокооплачиваемая, и не так, как думали раньше, что она очень грязная и пыльная. Да. Екатерина Афанасьевна, ну, я уверен, что IT-площадка, IT-галерея будет работать в полную силу. Как говорится, большому кораблю большое плавание. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Большое спасибо вам. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.